Кураторы учебных групп в техникумах и колледжах будут получать надбавки к зарплате точно так же, как и преподаватели в школах, которые выполняют функцию классного руководителя. Об этом объявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Обсудим ситуацию в системе образования, а также научной работы вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня вместе с нами Лилия Мулагалиева, абсолютный победитель конкурса «Учитель года в Республике Башкортостан-2021», лауреат премии правительства России в области образования, а также кандидат педагогических наук. Лилия Канафовна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Вот как вы можете прокомментировать послание президента России Федеральному собранию? Я всего лишь напомню, что с прошлого года, с 2020-го, классные руководители получают надбавку к зарплате в 5000 рублей. Вот что важно услышали вы и что видите вы, что происходит в реальности? Замечательно то, что в федеральном послании нашего президента прозвучала давно назревшая мера материальной поддержки кураторов колледжей, техникумов. Дело в том, что кураторы, так же как классные руководители, выполняют очень важную, очень серьезную, масштабную работу по воспитанию. Наш президент обозначил в числе приоритетов нашей государственной политики воспитание гражданина России, человека, который чувствует свою причастность и к русскому государству, к русской культуре, к русскому языку. И вот эта задача воспитания, она, конечно, является приоритетной. Воспитывать личность, воспитывать гражданина, воспитывать патриота. Поэтому меры материальной поддержки, которые обозначены в федеральном послании, они, конечно, давно уже назрели. И мне кажется, что учительское сообщество приветствует, конечно, очень радостно вот эти меры. Прошлый год был очень тяжелый для всего человечества. Случилась пандемия коронавируса. Вот ваш опыт 20-летний и ваша профессиональная карьера, вот что вы можете отметить, что было самое сложное в прошлом году, с чем столкнулись вот, в системе образования, что увидели вы, и в связи с этим, какие рекомендации вы можете дать школьникам, студентам, вы все-таки работаете и в педагогическом университете, а также родителям? Да, действительно, пандемия обозначила то, что учитель остается основной фигурой, главной фигурой в системе нашего образования. Дети скучали за время пандемии, когда был объявлен карантин, они скучали по школе, по своим учителям. И мне кажется, они осознали, что учитель – это самое ценное. Личность учителя формирует, не только ведь дает знания, но и формирует личность. Понятно, что в условиях карантина, когда люди были изолированы и пребывали в основном в своих домах, они почувствовали важность общения, важность пребывания именно в стенах своей родной школы. Школа ведь не только дает нам знания, она ведь и занимается главной социализацией. И вот по этим отношениям, наверное, соскучились наши обучающиеся. Пандемия показала, что очень важно уметь заниматься самообразованием. Учителя и учащиеся общались через Zoom, освоили многие образовательные платформы, и было ясно, что иногда знаний не хватает. И учителя, и ученики, они, конечно, за этот тяжелый год, но год очень насыщенный, они очень многому научились. Во-первых, уметь осваивать, перерабатывать огромные потоки информации, привлекать интернет, другие источники информации с тем, чтобы готовить себя, готовиться и к итоговой аттестации, потому что задачи, которые мы должны решать, они никуда не уходят. Это и подготовка к ОГЭ, подготовка к ЕГЭ, подготовка к всероссийским проверочным работам. Понятно, что это был трудный период, но период очень благотворный. И сейчас, мне кажется, наша современная российская школа очень много приобрела. Мы будем использовать не только традиционные формы, которые успешно себя зарекомендовали, но и новые формы. Это возможность общения через конференции в Zoom, это возможность работы на всевозможных интернет-площадках, возможность привлекать всевозможные новые возможности, например, в соцсетях. Сеть ВКонтакте можно тоже использовать в образовательных целях. Поэтому пандемия, конечно, она, с одной стороны, принесла много и переживаний, и трудностей, а с другой стороны, она мобилизовала учительское сообщество, мобилизовала детей, по-новому посмотрели на образование, на обучение. И еще раз подчеркиваю, осознали, что учитель имеет исключительно важное значение. И без вот этого живого общения в стенах школы очень трудно.
Лилия Канафна, вы разрабатываете лингвокультурологическую концепцию изучения русского языка в школе. В чем ее суть и какие результаты вы хотите получить? Лингвокультурологическая концепция обучения русскому языку в нашей республике имеет объективные основания для своей успешной реализации. Наша республика представляет собой такой регион, где гармонично сосуществуют разные языки и разные культуры. 160 национальностей. Да, совершенно верно. И в таких условиях у учителя русского языка и литературы появляются прекрасные возможности на своих уроках показать вот это многообразие. Нас много, мы разные, мы говорим на разных языках, у нас разные традиции, обычаи, но тем не менее нас объединяет, во-первых, русский язык, нас объединяют единые нравственные ценности, нас объединяет то внимание к духовной жизни, которое является все-таки базой вот этого мирного сосуществования разных людей. Лингвокультурологическая концепция в нашей республике начала разрабатываться в начале 2000-х годов. Мне посчастливилось работать под научным руководством Лены Галеевны Саяховой. Это профессор Башкирского государственного университета. Под ее научным руководством я защитила кандидатскую диссертацию, посвященную методике формирования лингвокультурологической концепции компетенций учащихся. И вот уже 20 лет я работаю в рамках этого плодотворного направления. На мой взгляд, принцип диалога культур – это тот фундаментальный принцип, который позволяет лингвистическое образование сделать более богатым, насыщенным и повернуть как раз вот в направлении воспитания гармонично развитой личности, человека, который умеет включаться в межкультурный диалог. Понятно, что задача современной школы – это не просто дать знания по разным областям. Главное, на мой взгляд, это подготовить человека к жизни в многонациональной республике, подготовить к умению включаться в межкультурный диалог, уважать чужое мнение, понимать, что традиции различны, но все мы едины. Едины в том, что мы одинаково важное значение придаем таким ценностям, как совесть, красота, добро, милосердие. Вот, на мой взгляд, лингвокультурологическая концепция, она как раз и обладает вот этим богатым воспитательным потенциалом. Лингвокультурологическая концепция большое внимание уделяет взаимосвязанному изучению языка и культуры. Понятно, что языки и культуры на уроках русского языка, литературы, родного языка и литературы, они звучат на самых разных уровнях. Это и слово, это и текст. Анализ языковых единиц в плане осмысления национально-культурного значения приобретает как раз вот особую важность. Смотрите, мы понимаем, что вот прошлый год особенно показал, что насколько мы все связаны, да, вот эта пандемия коронавируса с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что сейчас мы все живем в мире, где границы стираются. По сути, теперь каждый человек – это гражданин мира. Да? Вот ценность для государства, вот концепцию, которую вы разрабатываете, в чем она заключается, какой практический эффект мы можем получить, точнее, о чем мы можем говорить? Действительно, в современных условиях возникает необходимость в формировании общегосударственной, общероссийской идентичности. Я гражданин России. И, несомненно, очень важно формировать общерегиональную идентичность. Я гражданин Башкортостана. Ребенок должен впитать достижения и российской культуры, и национальной культуры. И если мы сможем гармонично проводить в жизнь вот эту идею о том, что я уважаю свою культуру, я ее знаю, и я уважаю культуру других народов, я знаю культуру России, то мы сможем получить не только лингвокультурологическую компетенцию, мы сможем получить человека, который осознает свою причастность и российскому государству, и своей республике. Это будет человек, который ценит родину, родную землю. У него есть понятие «большая родина» и «малая родина». Вот этот человек, он для нас представляет, наверное, цель нашего образования. И если посмотреть с точки зрения самого человека, формирования личности, вот что видите, какие взаимосвязи видите здесь вы?
Понятно, что конечной целью нашего образования является не просто наделение человека какими-то компетенциями, вот, знания, умения, навыки, да, это безусловно остается, но мне кажется, что очень важно сейчас, тем более в погоне за ЕГЭ мы часто забываем о главной задаче нашего образования, то, что мы должны формировать всесторонне развитую личность, личность, которая обладает критическим мышлением, который умеет в новых условиях получать новые знания. И никакая пандемия не должна остановить нас вот в этом поиске нового знания. Понятно, что задача воспитания человека приоритетна. И у учителя именно русского языка и литературы есть, мне кажется, больше возможностей, чем у преподавателей других дисциплин, потому что русская литература, русское слово, все они обращены к русской душе, к личности. Мы можем вызвать сопереживание, мы можем не только эстетические чувства формировать, мы можем показать красоту русского слова, красоту русской речи. И для меня очень важным является осуществление межпредметного подхода, интегрального подхода. Мы изучаем русский текст во взаимосвязи с русской музыкой, с русской живописью. Я работаю в республиканской гимназии имени Газиза Аль-Мухаметова. Это гимназия-интернат для тех, кто увлекается музыкой. Понятно, что для моих учеников уроки, где звучит музыка, приобретают особую ценность. И вот такой вот взаимосвязанный подход делает уроки более эмоциональными. Понятно, что то, что близко моим ученикам-музыкантам, то, что они могут прочувствовать, откладывается в их сознании. Они запоминают такие уроки. Ну и это позволяет, конечно, осуществлять вот это творчество на уроке, совместное творчество. Ну, все это прозвучало на тех этапах конкурса «Учитель года», где я как раз принимала участие. К сожалению, мы ограничены временем, и вот уже передача подходит к концу. Скажите, пожалуйста, где телезрители наши могут ознакомиться с вашими работами, чтобы поподробнее ознакомиться вот с ними? Приглашаю всех слушателей, зрителей на мой персональный сайт «Учителя русского языка и литературы», сайт Мулагалиевой Лилии Канафовны. Кроме этого, социальная сеть ВКонтакте. Здесь можно и познакомиться с моими работами. Здесь у нас есть замечательная беседа «Диалоги о культуре», где мы работаем с моими учениками. Ну и, конечно, я постоянно публикуюсь на страницах журнала «Учитель Башкортостана», и в мае выходит как раз в печать статья «Концепт сирень в диалоге языков и культур», где показан вот этот межпредметный, междисциплинарный подход, и концепт сирень, весенний, красивый концепт, изучается в диалоге культур. Спасибо большое, Лилия Канафовна. Обязательно, я думаю, наши телезрители посмотрят. Спасибо большое. Это была программа «Интервью» в эфире БСТ. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.